А можно купить? Алкоголь не продается после 11 вечера до 10 утра. Так в киевских супермаркетах теперь отвечают всем, кто решил купить спиртное в запретные часы. Очень хорошо. Очень, мере, спокойнее. У нас дети маленькие. Да. И постарше. А у нас двор такой, что после 11 и до 5 утра собирается шайка-лейка. Запрет ввел Киевский городской совет. Главная цель, чтобы пьяных дебошей на улицах столицы было меньше. Ночью подойти к магазину просто невозможно. Утром с 8-7 утра туда начинают сходиться пьяницы, которые просто похмеляются и исправляют, простите, нужду под магазином. Ну, это просто трэш в городе. Мы превращаем жилые массивы в какой-то, просто гетто. Большие супермаркеты новые правила поддержали. Руководитель одного из них говорит, продажи спиртного упали, но не намного. Народ начал запасаться заранее. Но спокойно к запрету отнеслись не все. Начинают здесь буянить, там, продайте нам алкоголь, или там начинают угрожать, что я знаю там всех и мэра Киева, и всех остальных. Однако угрозы не самое страшное последствие запрета для работников супермаркетов. Когда им говорят, что алкоголь нельзя продавать, либо просто заходят они на алкогольный отдел, открывают бутылку с алкоголем, начинают ее распивать прямо в торговом зале. Наливай. Сейчас, мне кажется, с нами клиент. Что? За что? Надо слизывать. Я что делаю? Просто происходит порча товара, потому что мы проплатить этот товар не можем по кассе в соответствии с этим запретом. Чтобы проверить, действительно ли в Киеве нельзя купить спиртное ночью, мы организовали небольшой рейд. Результат сняли на мобильный телефон. В круглосуточном супермаркете вино нам не продали. В ларьках же купить слабоалкоголку и напитки покрепче не проблема. На часах 12 ночи. Я никому не расскажу. 2 минуты уговоров, и мы с пивом. Недалеко отсюда еще один ларек. Тут даже уговаривать не пришлось. В час ночи здесь очередь за бутылкой. А як у вас так получается торговать после 11? Ви хочете купити? Ну, хочемо. Як у вас так все? Купили і з Богом. У нас есть принятое решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в МАФах вообще. То есть в МАФах, в принципе, продавать алкоголь нельзя. Но мы убедились, ларьки Киева продолжают торговать алкоголем и днем, и ночью. На журналистов тут реагируют агрессивно. До сих пор работают даже такие ларьки, без окон и вывесок. Я ні разу не бачила. Несогласным с новыми алкогольными правилами власть постепенно аннулирует разрешительные документы на торговлю в столице. С ларьками еще жестче. Если мы будем торговать спиртным, то нас демонтируют. Земфира Торопир решила этого не дожидаться. И 2 ларька, где торговали пивом, закрыла. Говорит, также сделали еще около 2000 киевских предпринимателей, представителей малого бизнеса. А еще они теперь в суде оспаривают решение Киевгорсовета. Есть закон о конкуренции, который нарушит. Нету в законе таких правил, чтобы супермаркету можно было торговать, а нам нет. Кто алкогольным ограничениям рад, так это киевские полицейские. Говорят, работы по ночам у них теперь намного меньше. Разница суттєва. Разница существенная. Уменьшилось количество нарушений, которые совершаются в нетрезвом состоянии. Например, меньше уличных драк, распития алкоголя на детских площадках. Сейчас, скорее всего, покупают заранее алкоголь и пьют его дома. Юлия Гуричева, Юрий Комаров и Андрей Лысак. Настоящее время. Киев.